Работа на этом объекте вовсю кипит. Трехэтажное здание возвели с нуля по государственной программе развития образования, принятой правительством России. Новая школа здесь была просто необходима, потому что в других общеобразовательных учреждениях сельского поселения давно пересекли границу рассчитанных посадочных мест. Открытие нового образовательного учреждения также нам позволит разгрузить другие школы в сельском поселении, поскольку у нас достаточно заполнены другие школы. А также данная школа, конечно, в эксплуатацию позволит дать дополнительные рабочие места, что также является очень важным аспектом. Контракт на строительство с подрядной организацией «Стройпрогресс» Минстрой заключил в 2022 году. Работы идут согласно графику. Строительный контроль осуществляет Управление капстроительства Республики Ингушетия. Работы ведутся согласно графикам. Есть рабочие моменты, которые исправляются. Дело в том, что в настоящее время ведется корректировка проектно-сметной документации в соответствии с 44-м федеральным законом. Но работы не приостановлены, работы ведутся. Чтобы уложиться в срок, в строительных работах задействовано несколько бригад рабочих из 35 человек. Объект нужно сдать к концу текущего года. Специалисты укладываются в сроки. Это видно уже по проделанной объемной работе. На данный момент мы выполнили где-то 70-80% работы, все разные виды работы. У нас закончилась штукатурка, шпаклевка и готовим стены под покраску. Также у нас потолки в процессе идут где-то 60% закончено. Отопление у нас закончено, где-то 90%. Осталось просто запустить. Вентиляция 80% у нас уже готова. Также мы полностью благоустройство территории заканчиваем. Обучаться в новой школе будут более 400 детей. На 3 этажах расположены 30 классных кабинетов, актовые и спортивные залы, пищеблок. Также для ребят оборудуют медкабинеты и классы для самостоятельной деятельности. Не забыли также и про уличную зону, благоустройство которой также включили в программу развития образования. Мы сейчас заканчиваем благоустройство территории. По территории у нас полностью работы почти завершены. Мы сделали футбольное поле. Также мы завезли все оборудование, наружное оборудование, это МАФы, малоархитектурные формы, и в дальнейшем будем устанавливать их. Новая мебель закуплена и для самой школы, которую установят ближе к завершению ремонта. Учебные помещения будут оборудованы дидактическими, техническими материалами, также спортивным инвентарем. И в полной мере будут реализованы и для развития и раскрытия потенциала наших детей, что является первостепенной задачей, нашей общей задачей и нашей общей целью. На строительство этой школы выделено более 420 миллионов рублей. Мадина Цора, Сулейман Костоев. Новости 24.